Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши Кшара. Сегодня в программе. В Сухуми началась расчистка территорий, прилегающей к зданию, выделенному под Национальную картинную галерею. В республике опять актуален вопрос борьбы с опасными насекомыми, пальмовым долгоносиком и уругвайской огневкой. Для вдов и матерей, погибших в Отечественной войне народа Абхазии, состоялся благотворительный ужин. Реализация программы восстановления международного аэропорта Сухум имени Ардзинба, анализ текущей ситуации на топливном рынке, а также развитие физкультуры и спорта в стране стали главными темами совещания, которое провел президент Асламжания с участием руководителя администрации президента Бессалома Кварча и членов правительства. Министр энергетики и транспорта Джансух Нанба рассказал о том, что сейчас на территории аэропорта инвесторам ведется демонтаж зданий. В ближайшее время будет завезена стройтехника и прибудут рабочие. Президент поручил предоставить ему план-график строительных работ. Асламжания также дал ряд поручений по стабилизации топливного рынка и обеспечению доступности топлива для населения и предпринимателей. Министр просвещения Инал Габли доложил о том, что до конца сентября текущего года в рамках президентской программы развития физической культуры и спорта большинство школ Абхазии будут обеспечены спортивным инвентарем для занятий спортом на свежем воздухе. Асламжания поручил Иналу Габли взять этот вопрос под личный контроль, подчеркнув важность развития спорта и физкультуры среди молодежи. Под председательством вице-президента Бадры Гунба состоялось заседание Государственной комиссии по планированию мероприятий в честь 75-летия со дня рождения второго президента Абхазии Сергея Багапша. Министерству культуры поручено обеспечить подготовку пригласительных билетов на юбилейные мероприятия и сценарий торжественного заседания, а также организацию фотовыставки в фойе Абхазского государственного драмтеатра. В День международного признания независимости Абхазии запланировано проведение научно-практической конференции, посвященной роли Сергея Багапша в национально-освободительном движении, государственном строительстве и признании независимости страны. Абхазской государственной телерадиокомпании дано поручение подготовить документальный фильм, посвященный памяти Багапша, а Госкомитету по делам молодежи и спорту представить предложение по проведению спортивного турнира в Очимчире. В Сухуми началась расчистка территории, прилегающей к зданию, выделенному под Национальную картинную галерею на улице Пушкина. Уже на следующей неделе строители приступят к восстановлению второго этажа здания. На месте работ побывала наша съемочная группа. Репортаж Рады Чичава. Одно из самых красивых зданий, расположенных на улице Пушкина, аккурат в центре солнечной столицы Абхазии, было выделено Национальной картинной галерее президентом Владиславом Ардзинба в 1999 году. В разные периоды это двухэтажное строение, ныне полуразрушенное, вмещало в себя то мужскую, то женскую гимназии, поликлинику, медучилище и даже туберкулезный диспансер. С конца 90-х годов здесь, в самом сердце Сухума, должны были найти новый дом абхазские художники. Частичные восстановительные работы в здании проводились несколько раз. Была заменена крыша и сделано межэтажное железобетонное перекрытие. После трагичного пожара, случившегося в выставочном зале республики, после утери драгоценных полотен художников, здание Национальной картинной галереи решено частично восстановить. В пятницу приступили к уборке территории, к очистке. Здесь первый этаж очень безобразно был, мусора столько. Но человек 10 работают. Сейчас вы видите, все вручную практически за эти 2 дня убрали. Там есть остатки, еще доберем. Вокруг очень много хлама было. Техника работала 2 дня. Почти большую часть убрали. Еще 2 дня надо нам, чтобы это завершить. 3 больших помещения, так скажем, 2 большие под реставрацию и под работы, которые здесь находятся, мы должны туда перевести. Реставраторы непосредственно в этих залах будут работать. 3 реставраторов наших, мы их 2 приняли вот сейчас, с февраля, а 1 был и так до этого, значит, вот у них будет возможность. 3 помещения на 2-м этаже здания будут выделены под хранение картин, а также для работы реставраторов и сотрудников галереи. Комиссия, да, в составе директора Национальной галереи Сурама Сакани,
министра культуры Динара Смер. Вот здесь мы были, встречались несколько раз, определили помещения первоочередно, что им надо, какие помещения требуются. Безусловно, один из самых волнующих вопросов – сохранность полотен и соблюдение дальнейших правил безопасности. По словам Руслана Тванба и Сурама Сакания, все необходимые меры обязательно будут соблюдены и, конечно же, будут созданы особые условия хранения полотен. Но мы даже вот такие старинные здания, да, где там преобладает, допустим, дерево, деревянные изделия, мы недавно я был в МЧС, договаривались, чтобы на их центральный пункт выводить все это. Я не исключаю, что здесь охранник будет сидеть, но мы должны быть уверены, что МЧС вовремя получает сигнал. Значит, в первую очередь, конечно, будет уделено особое внимание электропроводкам. Там охрана должна сидеть, как раз это помещение тоже есть перед входом. Бронированные или железные двери будут, значит, внизу по кругу и решетчатые вот эти вот окна. Как рассказал Сурам Сакания, история здания по улице Пушкина действительно обширна и интересна. В дореволюционной постройке в далеком 1924 году здесь лечился абхазский поэт Иво Когония. И именно с ним связана трогательная и по-настоящему завораживающая история о дружбе и добрососедстве. По неподтвержденным данным мы знаем, что после того, как Иво Когония, смертельного больного, привезли, какое-то время он лежал там, как раз со стороны улицы Пушкина. И на этой улице конники из села Джгярды и других значит, сел приезжали. Почему? Потому что он очень любил конный спорт. И для него, для больного человека, там сделали некое такое импровизированное как бы игрище или игру. На данный момент процесс реставрации картин все еще ведется. Необходимо в России закупать нужное оборудование и материалы, которых нет в наличии в республике. Говорят, искусство и культура воспитывают нации. И важность сохранения национальной культуры не просто безусловно, практически неоценима. Работы в здании Национальной картинной галереи планируется завершить до конца текущего года. И тогда уцелевшие полотна абхазских художников, наконец, обретут дом. Рада Чачава, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. К другим новостям. Премьер-министр Александр Ангва принял делегацию корейской корпорации Мангенбон во главе с генеральным директором Юн Гук Намом. Корпорация специализируется на торговле продовольственных и непродовольственных товаров, IT-технологий, переработки морепродуктов, трикотажного производства. На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в области пищевой промышленности, банковской сфере, туризме и других направлениях, а также возможность открытия в Сухуми и Пхеньяне торговых представительств сторон. Александр Ангваб отметил заинтересованность абхазской стороны в расширении международных деловых контактов и готовность к практическому обсуждению предложений корейской корпорации. Двое пациентов, отравившихся на турецком сейнере, выписанные из Гагарской больницы, сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии. Еще двое переведены из реанимации в терапию. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Наблюдается положительная динамика. В республике вновь актуален вопрос борьбы с опасными насекомыми, пальмовым долгоносиком и уругвайской огневкой. Они наносят колоссальный ущерб пальмовым насаждениям. В особенности это заметно в Гагарском районе и Новом Афоне. Какие профилактические меры необходимо предпринять, чтобы предотвратить распространение вредителей, расскажет Алика Трапш. Одной из визитных карточек нашей курортной страны являются вечнозеленые пальмовые насаждения. В Абхазии в открытом грунте произрастают 18 видов пальм, однако они вновь под угрозой. За свой жизненный цикл пальмовые долгоносики полностью уничтожают стволы пальм даже взрослых крупных деревьев возрастом около 100 лет. Сложность борьбы с этим вредителем заключается в том, что его тяжело обнаружить. Пораженное личинками дерево довольно долго выглядит вполне здоровым. Лишь за 2-3 месяца до гибели крона пальмы начинает медленно сгибаться, а листья меняют цвет. Если заметить кладку яиц вовремя, дерево можно обработать инсектицидом, но после того, как жук поселился внутри пальмы, уничтожить его практически невозможно. Дерево обречено на гибель. В настоящее время вспышка заражения наблюдается в Гагарском районе и Новом Афоне. Буквально дней 10, может, тому назад поступил сигнал от жителей Гагры, и мы через нашего районного инспектора связались и подтвердили эти факты.
на что было выписано специальное предписание о необходимых мерах, которые надо провести. По словам председателя Госкомитета по экологии Савелия Читанава, несвоевременное и неправильное лечение пальм могло привести к заражению и гибели. Тут невольно задумываешься, или применяют, но неправильно применяют, хотя были соответствующие специальные обучающие лекции со стороны специалистов, или же просто не обрабатывается. Я не могу судить. Факт остается фактом, что если погибает пальма, значит, что-то пальме не хватает. Скорее всего, видимо, неправильное лечение. Тут, как было сказано, на точке роста надо заливать не спеша, аккуратно. Если это крупноствольная элитная пальма высокая, то от 5 до 10 литров надо вливать. Но это, на самом деле, такой трудоемкий труд. И, может быть, не всегда доходит необходимое количество препарата до нужной цели. Лекарственные препараты для лечения пальмовых насаждений Госкомитет по экологии, как и прежде, бесплатно предоставляет администрациям городов и районов. Лечению подлежат крупноствольные пальмы – слоновая, финиковая, вашингтония, бутия. По словам Савелия Читанава, в столице ситуация менее критичная ввиду своевременного лечения пальм. Здесь ведется систематическая обработка с наступлением средней суточной температуры плюс 17 градусов. Это ближе к концу апреля, начало мая. У нас в городе начинается эта эпопея, что ли, скажем так. Вот также мы связаны с главными администрациями или соответствующими службами районов, которые также должны и обязаны провести эти мероприятия. Были несколько случаев, когда погибшая пальма уже с обвалами листьев, все листья вырубали, по тем или иным причинам не удавалось срубить дерево под корень, и на следующий год вроде дает всходы. Вот я лично по городу знаю 2 таких случая и 1 случай в Новом Афоне. Но в этом году в Гаграх там тяжелая ситуация, около 18 пальм обвалились, и в моем предписании там написано, чтобы срубить все листья, а стволы оставить, посмотреть в будущем вегетационном периоде, что произойдет. А может, прорастут они все. Помимо долгоносика, пальмовые насаждения находятся под угрозой уничтожения пальмовым мотыльком, или, как его еще называют, уругвайской огневкой. Данный паразит был обнаружен на брахеях, то есть веерных пальмах. Личинки пальмового мотылька проникают внутрь ствола дерева и питаются там, полностью разрушая сердцевину и уничтожая точку роста пальмы. Специалисты рекомендуют начать профилактические работы своевременно, то есть с наступлением весны. Алика Трапш, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. 4 транспортных средства, табачная продукция и другие товары, изъятые ранее на российско-абхазской границе Краснодарской таможни, переданы на нужды СВО. Автомобили ввозились в Россию из Абхазии с нарушением таможенного законодательства. Изъятые в рамках административных производств машины впоследствии были обращены в собственность государства. Окутывая теплом и заботой, благотворительная организация «Кераз» продолжает проект «Право на отдых». В минувшее воскресенье для вдов и матерей погибших в Отечественной войне народа Абхазии состоялся благотворительный ужин. Ими стали все 50 женщин-участниц проекта, которым предоставили условия для отдыха. Асида Малия расскажет подробнее. Одна из ярких особенностей характера абхазской женщины – преданность ценностям и интересам семьи. Возможно, именно эта особенность и позволила взрастить достойное молодое поколение, оставшееся без отцов. Отечественная война народа Абхазии забрала достойных сынов Родины, мужей, отцов, братьев, и ничего не оставалось женщинам, кроме как возложить все мужские задачи на свои хрупкие плечи. А задача у матерей одна на всех – воспитать здоровых, счастливых, образованных детей. У каждой своя уникальная история судьбы, свой тернистый путь. И сейчас, оглядываясь назад, понимают, есть чем гордиться. Благотворительная организация «Кераз» запустила проект «Право на отдых» для того, чтобы проявить заботу и внимание к вдовам и матерям погибших. Ведь за все послевоенные годы женщины заботились о семье,
напрочь позабыв о собственных потребностях. Для них было организовано проживание и санаторно-курортное лечение в Самшитовой роще. Также организовали экскурсии, чтобы женщины могли насладиться красотами озера Рица и Новоафонской пещеры. В общей сложности 50 человек стали участницами проекта. Когда мы их собирали, приглашали, предлагали эту поездку, каждая из них сказала, что за 30 лет никто никогда их не вспоминал. Для них это было очень трогательно и удивительно, что могут они поехать, отдохнуть и собраться. Они очень подружились. В одну из групп я сопровождала, третья группа. Вы знаете, побывав там, в этой атмосфере вместе с ними, я поняла, что этот проект очень важен и очень необходим. Идея собрать всех участниц проекта «За ужином» принадлежит соучредителю благотворительной организации «Керас» и автору проекта Наталье Миловановой. Проект «Право на отдых» на первом этапе финансировался из средств организации. Затем реализация продолжилась при государственной поддержке и будет работать впредь. Я многих из вас не видела уже почти год. Первые наши две группы, всего было 6 групп у нас в прошлом году отдыхала в Самшитовой роще. Первые две отдыхали в январе и в марте, почти год назад. Поэтому рада вас очень видеть. Спасибо, что вы оставили свои дела, приехали к нам. Вы приехали со всей Абхазии. Возраст самой молодой, оставшейся вдовой в 20 лет, 50 лет, естественно. Самой взрослой, самой старшей нашей гости 85 лет. Я этот проект придумала, но я не смогла бы, конечно, его воплотить без поддержки и помощи учредителей и сотрудников нашей организации, благотворительной общественной организации «Керас», которая уже 9 лет работает на благо Абхазии. Вечер был полон положительных эмоций, но не обошлось без слез. На экране были продемонстрированы фотографии погибших на войне сыновей и мужей женщин, участниц проекта. У меня муж погиб, и Диверь в один день погибли. Муж герой Абхазии у меня. И они говорят, мы сделали такую программу благотворительную, повезти хотим вас в Пицунду на 5 дней отдыха. Я была, конечно, удивлена. За 30 лет такое вообще мы никогда, ни мои дети, нигде, мы ни в какой программе и куда-то, чтобы нас возили. Я говорю, огромное вам спасибо за ваше внимание. И врачи, и лечение такое, и вообще-то санаторий бесподобный. Я вообще первый раз там. Абрасын ходу. Абсентула хансумца, да, а я сейчас спал. Да, рехкопхе. Вечер украсили творческие коллективы. Государственный оркестр народных инструментов имени Утара Хунцария, молодежно-фольклорный ансамбль «Ахиштра», дуэт «Анатрио» и другие. Женщины знакомились, общались, шутили, наслаждались живой музыкой и пением. Ведь, несмотря на потери и сложности, они сохранили в себе человеческую теплоту и желание поддерживать друг друга. Хоть иногда и забывают о самих себе, но об этом позаботится Керас. Асида Мали, Асмат Гуня, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Утвержден план мероприятий на 21 февраля, посвященный 150-летию со дня рождения великого абхазского просветителя, основоположника абхазской литературы Дмитрия Иосифовича Гулия. Начнутся они в 11 часов с церемонии возложения цветов к памятнику Дмитрия Гулия в Сухуме. Здесь же пройдет торжественный митинг. В 13 часов в литературно-мемориальном музее Дмитрия Гулия состоится вечер памяти с участием творческой интеллигенции и молодежи. В это же время в
10-й горской школе будет проходить мероприятие «Апсы-топсы Расхуштара». В 14 часов дня во второй Сухумской школе начнется фестиваль музыкально-художественных композиций среди школ столицы. Этим дождливым утром столица осталась без подачи воды, а в некоторых районах Сухума воды не было и накануне. Причина – авария на улице Имама Шамиля. Какие работы проводятся на участке и когда будет устранена поломка, узнавала Ульяна Рожкова. Без воды остались новый район, старый поселок, улица Эшбакола с центральной и нагорной части города, Вием, район рынка и маяка. Произошел разрыв пластиковой трубы электросварной муфты. Авария сразу же была замечена жителями улицы Имама Шамиля. Информацию передали в службу водоканала. Подъехали, посмотрели, увидели аварию, остановили насосы. Ну, чтобы город не затопило. Иначе бы вот этот район рынка, вот это вот все могло бы затопить низ Лакоба, вот туда она доходила эта вода. И мы ночью дали объявление, остановили насосные, чтобы сегодня с утра можно было начинать к работам. Вчера невозможно было из-за воды. Ремонтные работы были начаты рано утром. Из-за погодных условий трудно устранять поломку, говорит Мира Панквап. Специалисты стараются как можно быстрее устранить последствия аварии, чтобы восстановить водоснабжение. Ну, сейчас пока откапываем. Но уже то, что произошло, уже видно. Электросварную муфту мы ее отрезали и сейчас будем монтировать, но здесь поток воды. Все зависит от чистой работы. Вот сейчас пайки, чистой пайки, часа 2 работы. По объявлению водоканала водоснабжение планируют возобновить 19 февраля до 23:00. Ульяна Рожкова, Камила Джопу, Абхазское телевидение. В Гагре продолжаются работы по благоустройству города. В настоящее время укладывают тротуарную плитку на проспекте Арзанба и улицах Демерджипа и Сухумское шоссе. Сария Кварасхелия расскажет детали. Благоустройство города является одной из главных задач руководства Гагрского района. Так власти инвестируют в будущее и подтверждают факт целевого использования средств. Кроме того, благоустроенные города работают на свой престиж. Они привлекают туристов и дарят чувство комфорта жителям. В Гагре продолжаются работы по благоустройству тротуарных зон вдоль центральной трассы. Одновременно ведутся работы на проспекте Арзанба, улицах Демиржипа и Сухумское шоссе. В работах задействовано 7 подрядных организаций. Работы по благоустройству пешеходных зон были начаты еще в 2021 году. В рамках этого проекта были проведены работы по улице Абазга. Благоустройство прошло с заменой тротуарных зон, с установкой столбов освещения, высадкой деревьев. Следующим этапом там будет высадка пальм. Они уже были закуплены. В кратчайшие сроки они придут к нам и будут высажены. В нашей центральной части и озвученная уже Абазга, то с начала работ было выложено уже более 24 тысяч квадратных метров брусчатки. Это на сумму свыше 132 миллионов рублей. Денежные средства выделены из районного бюджета. Нужно также отметить, что активное участие в благоустройстве города принимают и предприниматели, которые приводят в надлежащий вид зоны, прилегающие к их объектам. За что им большая благодарность. Было выложено свыше 6 тысяч квадратных метров брусчатки. Это более чем 37 миллионов рублей. Основную часть работ планируется завершить к середине года. Мы планируем соединить западную с восточной частью города. Надеемся, что у нас это все получится. Сталкиваемся в основном с сложностью, что деревья разрослись у нас очень сильно. И корневая система поднимает тротуары. Ну, чуть-чуть приходится нам поднимать сам слой. В принципе, сложностей нету, работа идет, мы контролируем процесс, следим постоянно за качеством работы, за укладкой. Я думаю, что при таком количестве подрядных организаций работа
кипит прямо в городе. В планах у администрации района благоустроить тротуарные зоны от Жойкварского моста до села Псахара. Сария Кварацхеля, Музафар Астанов, Тимур Кове, Абхазское телевидение. 27 135 килограммов мимозы вывезли из Абхазии в Россию за 2 месяца. За аналогичный период в прошлом году экспортировали более 22 тысяч килограммов, сообщает пресс-служба ГТК Абхазии. Поставки мимозы продолжаются. По традиции они завершатся ближе к 8 марта. Соперниками Абхазии на чемпионате мира по футболу «Канифа-2024» будут команды Сикейского края и Мексики. Абхазская команда попала в группу «Д» по итогам жеребьевки, которая прошла 18 февраля. Соперниками стали команды Сикейского края и Национальной ассоциации футбола Мексики. Чемпионат пройдет с 25 июня по 6 июля в иракском Курдистане. Всего в турнире примут участие 14 команд. 20 февраля в Доме Москвы в Сухуме пройдет командный шахматный турнир, приуроченный ко Дню защитника Отечества, сообщает пресс-служба Дома Москвы. Мероприятие организовано при поддержке правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московского дома соотечественника. В турнире примут участие 16 команд. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, во вторник, 20 февраля, на территории Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром местами возможен слабый дождь, туман, днем без осадков. Температура воздуха ночью 3,8, днем 7-12 градусов. Температура морской воды 10 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.